Kementerian Pertahanan Rusia merilis di Telegram resminya tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada 4 Oktober 2022. Diketahui, militer Rusia masih melanjutkan operasi militer khusus. Disebutkan di pinggiran barat daya Dnepropetrovsk, markas besar Komando Udara Vostok, Angkatan Bersenjata Ukraina terkena serangan presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia. Hingga 100 prajurit, termasuk tentara bayaran asing, dan 16 unit peralatan militer dihancurkan oleh serangan rudal di area konsentrasi unit Brigade Mekanis ke-14 dan ke-92 dari Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kupiansky di area pemukiman Dvuresnaya, Petropavlovka, dan Kupiansk di wilayah Kharkiv. Kerusakan api besar-besaran menimpa unit-unit Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 2 titik penempatan sementara formasi nasionalis di arah Krasnolimansky dekat desa Torskoye. Lebih dari 120 nasionalis dan 14 kendaraan lapis baja dihancurkan. Di arah Lysychansk, sebagai akibat dari serangan rudal terhadap tenaga kerja dan peralatan Brigade Mekanis ke-54 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah desa Grigorovka, hingga 90 prajurit, 3 tank dan 6 kendaraan lapis baja dihancurkan. В том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня «Хаймерс», а также 2 украинских боевых вертолета Ми-24. На Криворожском и Андреевском направлениях в результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белая Креница, Архангельская, Любимовка и Золотая Балка уничтожено 9 танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районе города Харьков, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатая Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157 районах. Уничтожены 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Торская, Малиновка, Желанная Донецкой Народной Республики, Димитрово Запорожской области и Шевченково Николаевской области. В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен зенитно-ракетный комплекс Буком-1. В районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300. Истребительная авиация ВКС России за сутки сбиты украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк Донецкой Народной Республики и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Креница Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Харьковской области, Урожайная, Степное, Запорожская Донецкой Народной Республики, Пятихатки, Александровка, Каховка и Кошара Херсонской области. Также в районе населенного пункта Ровеньки Луганской Народной Республики сбиты 2 баллистические ракеты .У. Кроме того, в воздухе уничтожены 9 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и «Альха» в районах населенных пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.